Здравствуйте! С вами Five O'Clock. Время поговорить о разном. С вами я, ведущая Гуля Поготова, и мои коллеги Елена и Надежда. Само расположение нас здесь, в этой аудитории, в этой студии с чаем, говорит о том, что мы будем говорить о прекрасной теме, что ни на есть английской – семья и медицина. Как же уберечь нашу семью, наших родных и близких от самых простых и непростых инфекционных заболеваний? Звучит как-то очень грозно. Но тем не менее, начнем с самого простого. Воздушно-капельный путь передачи. Что это такое? Инфекции, которые передаются вирусным путем. Инфекция, которая передается, мы так громко говорим инфекция, на самом деле это то, что передается через воздух. Мы дышим, воздух для всех единый. Да? Находясь в аудитории, находясь в детском саду наши дети, находясь в школе, находясь на работе в офисе. В городском транспорте. Абсолютно в любом в метро, закрытом помещении. Или даже в открытом помещении. Но мы сейчас будем говорить о закрытом помещении. Мы дышим одним и тем же воздухом. Что там находится, мы не знаем. И мы это вдыхаем. И болеем. И болеем, да. Но для того, чтобы понять это, мы должны понимать, что входные ворота – это медицинский термин. Для таких заболеваний являются что? Нос и рот. И рот. Вдыхаем. Откуда мы вдыхаем? Да? Поэтому вот эти ворота нам нужно как-то прикрыть. Как же их прикрыть? Ну, собственно говоря, это те заболевания, которые мы называем простудные заболевания. Или вирусные. Грипп или простудное заболевание называются они. Чаще всего это все-таки как-то зимние, да, вот эти вот осенне-зимняя тема. Однако простудными заболеваниями очень часто болеют весной и летом. А детки как болеют на Почему? отдыхе? Потому что идет перепад температуры. Заметьте, друзья мои, когда начинают такие заболевания расти, так сказать, в гору? Не тогда, когда минус 20 на улице, не тогда, когда минус 10, и не тогда, когда плюс 20 на улице, а тогда, когда вот такая демисезонная погода, на улице плюс 5, плюс 2, ноги замочили. Самая такая благоприятная погода для развития и передачи вот этих вирусов. Они обожают эту среду. Погоду, Они обожают. Но тем не менее, простудными заболеваниями болеют когда? Летом тоже. Как же это происходит? Холодные офисы, кондиционеры в машинах. Так что же сделать? Как предотвратить вот эти простудные заболевания? Есть какие-то мысли? Я думаю, нужно заранее позаботиться о том, чтобы организм был невосприимчив к этим заболеваниям. Я бы сказала даже, наверное, заранее позаботиться это правильно. Это мы говорим об иммунитете. Да. Еще очень важно использовать такие вот современные методы профилактики таких заболеваний. Очень много продается в аптеке разных морских вод. Да. Такое изобилие. Раствор морской воды всегда под рукой. Да, всегда под рукой. У многих под рукой уже стало. Это уже обычный наш средство, особенно у кого дети. Процедура промывания носа. Ведь мы каждое утро чистим зубы. Да, и чистим уши. Но про нос как-то мы забываем. Да. Оказывается, можно мыть нос. Мы моем нос морской водой каждый день. Что при этом получается? Получается, что наш нос работает в его среде, в которой ему комфортно работать. Вот это та среда, где всякие гости, нежелательные в виде бактерий и вирусов, задержаться не могут. Почему? Потому что для них там нету среды, не за что зацепиться. Кстати, я слышала, эта культура пришла к нам из Франции. Вот эти французы, они как что-то понапридумывают такое. За своим здоровьем. Да, понапридумывают, взяли морскую воду в баллончике с микроэлементами, еще плюс, обогащенную. Что на самом деле для профилактики в первую очередь не так натрия хлорид нужен, просто физиологический раствор, а именно микроэлементы, которые создают благоприятную почву для того, чтобы
в носовой, в носоглотке, Да. в носовой Абсолютно полости верно. выросли Надежда, нормальные абсолютно бактерии. верно, абсолютно. Но это единственное, да, что вот можно. А раньше, помните, вот так солиновую мазь использовали, Да, да, какие-то кстати, мазюки туда, вот, чтобы бактерия там летела и зацепилась. В период да, и налетела. эпидемии, да, очень часто мы использовали дома и с собой носили в сумочке на работу оксалиновую мазь, думая, что ее смазывая вот полость носа, плюс там противовирусное какое-то действие, да, и вот так вот мы думаем, что тоже оно предотвращает. На самом деле так и есть. Да. Вот эти средства тоже каким-то образом механически предотвращают попадание вирусов и бактерий да, через организм, нос да. и Двойное действие. Двойное, Во-первых, да. механический, да, потому что мазевая основа, а во-вторых, еще оксалиновая мазь имеет противовирусное действие, поэтому двойной механизм Двойной действия. барьер, на Еще самом сейчас, деле. Да, очень много мази появилось в нос. кстати, сейчас еще популярно закапывать нос раствором интерферона. Это тоже вещество нашего иммунитета, которое имеет противовирусное действие, и вот так закапывать носик для профилактики, особенно еще раз деткам скажу, потому что наши малыши особенно тяжело переносят вирусные инфекции, и мама старается сделать все возможное, чтобы уберечь свое чадо Совершенно верно, от вирусных совершенно инфекций. верно. Но к этому сезону нужно подойти. Я согласна с Надеждой, которая начала говорить о том, что подготавливаться нужно еще с лета. Перейдя плавно к вакцинации, все, что можно провакцинировать, необходимо вакцинировать. Гуля, но вопрос сейчас этот очень злободневный. Касательно вакцинации, да, есть очень много разных мнений и в пользу того, что обязательно нужно вакцинировать детей, и против того, да, и встает группа товарищей, говорит, что эта вакцина, она там такого-то производства сомнительного, Это побочные другой эффекты. Это другой вопрос. И как вопрос, какой какая вакцина, чего производства и какие побочные эффекты, это совершенно другой вопрос. Мы сейчас говорим о том, что в нормальных европейских странах ребенка не примут в детский сад, если у него нету списка, что он вакцинирован. Что он вакцинировал. То есть это обязательное условие. Обязательное условие. А в Штатах вы не поступите ни в один университет, если не предоставите. Да вы что? Да. Тоже о том, список что вы это не покупается справка. Мне кажется, это здесь нужно задуматься родителям, и родители какую вакцину либо приобрести за деньги, дорогую, в качестве здесь которой они не родители всегда сомневаются. должны быть начеку, потому что это их ребенок в первую очередь, и они в ответе за здоровье своего ребенка. Поэтому узнавайте, какая вакцина, какого производства, какие эффекты. В наше время всегда можно купить вакцину, которая... Не та, которая выдается бесплатно, а та, которая возможно, более качественная, в высокой степени очищенности. Да. И я точно знаю, что в этом году некоторые, можно сказать, даже все частные клиники приобретали вакцины европейского производства. Да, кстати, я в и этом оказывали стоит услуги задуматься. по вакцинации как взрослых, так и детей именно в частных клиниках. Но это я знаю точно. По крайней мере, в частных клиниках города Киева. Да, я просто хочу свой опыт сказать. Я была на медосмотре в ноябре месяце и увидела, что в кабинете терапевта просто очередь пациентов, и взрослых, и детей, где делали прививку от гриппа. И я, собственно говоря, посмотрела на них, с какой ответственностью мамы к этому подходят, с какой ответственностью взрослые люди тоже беспокоятся, да, о том, чтобы не заболеть. И я тоже поддалась, в общем-то, такому решению и сделала себе прививку от гриппа, вакцину в ноябре месяце. И хочу вам сказать, что где-то, возможно, я и скептически относилась, заболею, не заболею, да, но тем не менее я действительно этот сезон была здорова, зимний сезон, и смогла выдержать все рабочие нагрузки, да, профессиональные, там, командировки и так далее. И не выпадала, несмотря на то, что там в Киеве в январе, в конце января была достаточно такая и погода, и да, было много болело, я выдержала, в своей семье, кстати, мои родные болели, а я была в строю,
Поэтому хочу сказать, что действительно выручает, решает вопрос. А что касается таких серьезных вот детских инфекций, о которых мы говорили, корь, краснуха, дифтерия, да, которые во взрослом возрасте переносятся крайне тяжело и даже имеют тяжелые последствия, даже смертельные, да, то, безусловно, позаботиться об иммунитете с детства, да, деток привить, чтобы взрослыми они могли, как говорится, спасти свою жизнь в каких-то случаях. Да. Это очень важный вопрос. Да. Это ответственность твоя личная и ответственность родителей. Поэтому лично я за вакцинацию. Перейдем к следующему нашему, ну скажем так, вопросу, да, глобальному вопросу. Это профилактика опорно-двигательного аппарата и заболевания, связанные с ним. Знаете, что интересно? Почему-то принято считать, что опорно-двигательный аппарат дает серьезный сбой с возрастом, что после 60 лет, как правило, каждый третий, каждый четвертый человек серьезно ощущает эту проблему, сталкивается с ней и прибегает к медицинским услугам врача. Это миф? На самом деле это миф, потому что если взять статистику, то заболевание опорно-двигательного аппарата касается каждого третьего гражданина, начиная где-то с 20-летнего возраста. Да, представляете? Не только молодой, а тот, кто много сидит в там, офисном помещении или за рулем, да, не занимается спортом, да, больше умственная какая-то деятельность. Безусловно, тело страдает, и страдает позвоночник. Возможно, даже без излишнего веса. Да, кстати, это тоже. И сейчас тема того, что гибкость позвоночника соответствует нашему здоровью, да, и нашему возрасту, определяет возраст, это очень серьезный подход. И недаром сейчас популярно и на Западе, и уже у нас и йога, да, и другие упражнения. Самые различные фитнес-классы, можно не так так сказать, динамически, да. как развивающие гибкость, да? Да, гибкость. да. То есть не такие там как это, аэробные, не силовые нагрузки, а нагрузки, которые именно развивают гибкость позвоночника и суставов. Ну, на самом деле, если говорить о том, какие факторы вызывают заболевание позвоночника, то к ним относится не только гиподинамия, абсолютно правильно, Елена, вы говорите, потому что когда мышечный каркас очень слабый, он не может помочь поддерживать Мышечный каркас. Тело в вертикальном положении. Да. Мышцы. Мышцы. Сила мышц. Сила скажем. мышц. Вообще говорят, что наши проблемы, связанные, вообще болезни, вызванные проблемами опорно-двигательного аппарата, это наша с вами расплата за прямохождение. У животных таких проблем нет. Поэтому действительно тренировка нагрузку, мышц, правильная тренировка мышц. Да, с этих... Угу. Но не нужно забывать о том, что немаловажную роль в этом играет правильное употребление кальция и других микроэлементов. Мы говорим о том, что есть ряд продуктов, к которым мы очень привыкли, например, газированная вода, например, кофе. Кофе, кстати, кофе. Кофеин выводит кальций из организма. Кальций, да. Алкоголь в больших дозах стимулирует, точнее является причинами того, что вымывается кальций из костей. И с возрастом они становятся настолько эластичными и хрупкими, что они ломаются, начинается остеопороз. Но это связано не только с переупотреблением алкоголя, там, что вы сказали, еще курения и кофе. Да. Кстати, кофе с молоком меньше выводит кальций из костей. Кроме того, остеопороз это заболевание, скажем так, взрослого возраста, как мужчин, так и женщин, и связано оно с гормональными изменениями. Особенно для женщин. Женщин в более раннем возрасте, период менопаузы после 50 лет. И говорят, что каждая четвертая женщина действительно страдает остеопорозом после 60 лет. И, к сожалению, это заболевание чревато тем, что, например,
в результате перелома шейки бедра, это Не только шейка самый бедра. опасный, Мгм. самый Шейка бедра опасный перелом, 45% заканчивается инвалидностью. А смертью умирают же лежачие эти больные или умирают. Ты сейчас попробуй, ну как бы ты прикован фактически к постели, если у тебя перелом шейки бедра. Сейчас делают операции по замену сустава тазобедренного, они очень травматичны, они достаточно дорогостоящие, и поскольку это проблема, да, случается с людьми пожилого возраста, как правило, В то большинстве не все могут случаев. себе, да, опять же, это является бремя для семьи, ухода за таким Совершенно человеком. верно. И морально даже сам вот этот пациент, да, с такой травмой, он уже понимает, что для него это приговор. Поэтому крайне важно следить и вот за Правильным профилактика питанием. остеопороза. Опять же хочу сказать, это женщины, у которых уровень эстрогенов упал в связи с возрастными изменениями, потому что именно этот гормон, женский эстроген, он держит уровень кальция и состояние костей в хорошей форме. А уже потом, когда угасает эта функция эстрогена, никуда мы не денемся, дорогие мои женщины, и нам крайне важно следить за этим вопросом. И опять мы становимся перед вопросом, что эта проблема все-таки, а эта проблема, она не решается в домашних условиях. Обязательно нужно обратиться к врачу, как минимум к гинекологу, к ревматологу, эндокринологу или травматологу. Потому что нет у нас одного такого доктора под названием Порозник. Я даже не знаю, какое название, окончание придумать. Специалисты, которые занимаются исключительно этой проблемой. Ну, эту тему, я знаю, актуальна, она вот ее решает в Институте геронтологии. Это научное исследовательское учреждение, медицинское, которое изучает вопросы старения, да, и препятствий этому старению. Вот там есть знакомый профессор, на самом деле, знаменитый. Да, есть такой профессор один знаменитый. А на самом деле женщины сталкиваются гораздо раньше с этим. Могут столкнуться и в 35 лет, если у них были операции на... Ну, когда удаляют, например, яичники, которые являются основным источником выработки эстрогена. Совершенно верно. Ну, если раньше считалось, что любой перелом зарастает за 3 недели, то сейчас я все чаще слышу от своих знакомых, что врачи продлевают им больничный, не снимают гипс в связи с тем, что период срастания кости увеличивается до 6 до 8 недель. Да, это касается и мужчин, и женщин. Абсолютно правильно вы заметили, что в первую очередь женщин. Вы знаете, и лечение есть. Лечение и спасение есть, просто нужно обратиться к доктору. Потому что это сложные препараты, их знают хорошо специалисты, поэтому если есть такие даже намеки на эту проблему, подойдите к доктору, он вас отправит на обследование, да, не будем называть эти сложные слова, как денситометрия и так далее. Вот, но можно предотвратить и это. Но чаще всего мы сталкиваемся с такими известными заболеваниями, как остеохондроз. Да, и тут я вспоминаю тему хондропротектора. Что это такое? Остеохондроз. Любая боль в позвоночнике называют остеохондрозом. Потому что все, что связано с позвоночником и межпозвоночниковыми дисками, все, что связано с истончением вот этих так называемых хрящевых прокладок между ними, это все относится... Между косточками, да. И что интересно, остеохондроз на самом деле очень молодая болезнь. С 20 лет уже у многих наблюдается проблема. Вообще нужно сказать, что все заболевания как-то резко помолодели. Омолаживаются, помолодели. Все абсолютно. Какую сферу не возьми. Раньше это было заболевание стариков, сейчас это среднего возраста и даже молодого. Поэтому остеохондроз, что с ним делать? Ну, для начала, опять-таки, мы говорим о том, что нужно обратиться к врачу для того, чтобы, как правило, МРТ нужно сделать. Это сложно. Магнитно-резонансную терапию. Это действительно в компетенции врача, но он анализирует, в каком состоянии. Нельзя, я бы сказала так, первый звоночек. Нельзя игнорировать различные вот эти сигналы боли в позвоночнике. Когда тебя что-то беспокоит. Нельзя вот так махать рукой и говорить, это остеохондроз. Да, прислушивайся к своему телу. Да, лучше лишний раз ходить, доктор сказать, у меня что-то там колет или болит.
И на основании того, насколько серьезное заболевание, врач определит лечение. Врач определит Ну, лечение. послушайте, ну не всегда люди сейчас вот так вот бегут к врачу, да, иногда мы заняты, деловые, нет времени, собственно говоря, я чувствую, что у меня беспокоят меня там плечи или шея, или поясница, я на самом деле бегу к массажисту, да, и пытаюсь как-то решить этот вопрос сначала без врача. Готова поспорить, потому что иногда именно массажист, который очень усердно может сделать да, это хуже, ухудшить. он может ухудшить ситуацию. Если мы говорим об остеохондрозе, когда есть уже протрузии, либо грыжи, Ой, это такой сложно. более Да, серьезный, это серьезный да, вопрос. Я во согласна. время массажа могут Согласна. сдвинуть и ухудшить состояние. Согласна. Да, поэтому согласна. все-таки, Елена, задумайтесь. Да, все-таки, конечно, к доктору. Доктора никогда не откажут, доктора всегда дадут правильный совет. Давайте перейдем на другую тему. Остеоартроз. Это уже совсем что-то медицинское. Это такое. медицинское, Без врача а тут- Другими без- словами, без врача тут не другими разберешься. словами, вы часто наблюдали, друзья мои, когда вот в маршрутках ездят бабушки, у которых вот такие вот, ну, ручки немножко Покрученные, деформированные пальцы. деформированные Вы имеете в виду вот пальцы, эти, да. да. И они же даже уже не такие подвижные. То есть она фактически Конечно. это инвалидизация, да, когда как бы верхние эти части пальцев деформированы, там какие-то прям такие шишечки нарастают, и она уже даже не может делать какие-то мелкие движения пальцами и фактически уже нуждается в чьей-то помощи. Ну, я не знаю, как в чьей-то помощи, но на самом деле, действительно, вот это есть заболевание, остеоартроз, это тогда, когда... Заболевание не только суставов, но и хряща, да, вот в этой сумочке, да, межсуставной. И это не воспалительного характера, но, к сожалению, хроническое, действительно. Тут С обострениями. С обострениями. Да, и мы часто сталкиваемся, когда даже вот наши бабушки, которые особенно живут в селах и работают на огороде, и у них они есть бедные, животные, да, у них достаточно тяжелый труд, как правило, ручной. Вы И абсолютно этот правильно ручной труд говорите. не дойка этой коровы через аппарат, доильный аппарат, а ручками, да? Не сбор машинкой травы, а ручками покосить. Не там, ну я не знаю, Ну можно как? перечислять. Прополоть огород, прополоть, да, просапать, совершенно там, верно. выкопать ту же картошку, собрать Чрезмерный лук, собрать физический урожай. труд. Это же большой Но труд, у причем нас в определенной позе. очень не согнутый. широко распространен именно ручной труд. А это нагрузка на суставы. Суставы рук, суставы ног. Что за собой несет, ведет, вернее, к чему? К чрезмерной нагрузки, травматизации и в дальнейшем инвалидизации. А вот факторы риска, Надежда, что вы можете сказать про факторы риска? К факторам риска, безусловно, относятся люди, которые занимаются физическим трудом. Но они же не могут профессии, не заниматься. спортсмены. Абсолютно верно. Огород абсолютно нельзя верно. же не идти, не сажать, не полоть, Нельзя. да? Я спортсмен, но нельзя не идти, не тренироваться, да, и не поднимать Это эти немножечко штанги. разное. Смотрите, если Так. мы говорим о людях, которые дома много трудятся, либо их профессия связана с физическими нагрузками, например, грузчик, нужно понимать о том, что время, которое они отдают работе, именно физическим нагрузкам, должно каким-то образом тогда нуждается в дополнительном отдыхе. То есть режим труда и отдыха. Режим труда и отдыха. Если есть возможность, мы говорили об этих бабушках на огородах, то они должны, безусловно, какую-то часть времени делать перерыв и полчаса-час принимать лежачее положение для того, чтобы организм отдыхал. Відпочити. Следующее. Ни в коем случае нельзя делать резких смен деятельности. Например, зимой, когда работы мало, человек практически не занимается физическим трудом. Он все время лежит, сидит, соответственно, мышцы его читает. Отлично. Он Смотрит телевизор. Да, но ведет более расслабленный образ жизни. И тут, когда начинаются весенние работы, он резко вдруг в один день дает очень большую нагрузку организма. Вот этот стресс, да, когда, вот даже, кстати, спортсмены знают о том, что перед началом занятий спортивных нужно что сделать? Провести небольшую разминку. Разминочку, разогреться, не спеша.
Если говорить о, ну и безусловно, эти люди знают уже о том, что они находятся в группе риска. Поэтому им нужно при первых же сигналах обращаться к врачу для того, чтобы у них были вспомогательные и препараты, и мази, да, и воспользоваться услугами Кстати, массажиста. мази тоже, это же очень популярно. Местные Любим средства. мазать. Ну, это никто не запрещает. По большому счету, всегда есть в аптеке те препараты, которые отпускаются без рецепта. Да? Гели, мази, они без рецепта во всем охлаждающими мире. эффектом, Да. Поэтому Да. вот такие вот легкие симптоматические какие-то. Вот сейчас болит, помажу Важно и не... своевременно снять Да, воспаление. да. Вообще боль терпеть нельзя ни в каком ее проявлении, потому что это губительно для организма. Это стресс для В будущем, организма. да. Если говорить о спортсменах, ну, безусловно, бодибилдеры, тяжелая атлетика, кстати, футбол, бег и велоспорт – это те самые большие травматичные Виды профессии, виды спорта. Более того, спортсмены, на самом деле, им как раз легче. Ну, мы знаем о том, что спортсмены очень рано выходят на пенсию, где-то к 28, к 30, к 35 годам. Балериной раньше. Они переходят, да, они переходят либо на У них тоже тренерскую такие нагрузки, как у работу. спортсменов. Очень серьезные для организма. Но они как раз это знают, поэтому они занимаются под присмотром спортивных врачей. Окей, я бы хотела опять свернуть на тему, что все-таки профилактика здесь, вот таких заболеваний, тоже сводится к устранению вот этих вот негативных Симптомов самых моментов. первых, да. Нет, не только симптомов самых первых, а все-таки работа и отдых. Да? Режим труда и отдыха. Режим, никто не отменял. Совершенно верно. Да. Режим, когда ты идешь с нагрузкой такой, знаете, не как штангист, Все-таки оцениваешь, дозировать её. нагрузку, Да. беречь себя. И тем не менее мы говорим о том, что это можно также откорректировать правильным питанием. Да вы что? Как? Мы говорили уже о том, что часть продуктов, Прям которые приняты в интересно. обиходе, Давайте поговорим про часть питание. продуктов, мы говорили, выводит кальций, и нужно уменьшить их употребление. Начиная от кофе, да, газированной Крепкий воды, чай. крепкий чай, Но это питание. алкоголь, это Кто-то всё привык относится к каждое питанию. утро пить кофе. Вот теперь его убираем. Дальше что? Это стресс. Безусловно, для того, чтобы стресс не стал тем фактором, который повлияет на выведение необходимых микроэлементов из организма, конечно же, нужных. Да, для этого, конечно же, что нужно делать? Их потреблять. Потреблять. То есть вовнутрь. добавить какие-то обогащенные кальцием Сбалансированные. продукты. Обязательно откорректировать свое питание. Почему-то у нас сложилось мнение, что молоко, творог – это главные источники кальция. Вот я тоже хочу задать вопрос. Вот если я буду есть творог 3 раза в день, смогу ли я себя обеспечить от каких-то проблем, связанных с остеопорозом в будущем? Плохая новость. Нет. Да вы что? Плохая То есть я заключается- себя не спасу? Плохая заключается в том, что кальций достаточно сложно усваивается и очень легко выводится. Говорят, что до 11 часов дня кальций не усваивается вообще, поэтому тот, кто любит Творог на завтрак не на идет. завтрак бесполезно. Жаль. Что на завтрак можно точно? Овсянку. А там тоже много кальция? Много кальция, который тоже хорошо Усваивается. усваивается. Все бобовые, фасоль, горошек. То, что принято использовать в нашей кухне, в традиционной украинской кухне, отлично усваивается. Почти все фрукты и овощи, и морковь, и свекла, и картофель. И там тоже кальций Да, содержится? Картофели. в картофеле, вот казалось Очень бы, любим да? мы картошечку. Дальше фрукты, ягоды, вишня, ежевика, крыжовник, апельсин, яблоки тоже содержат в себе кальций. Салаты, капуста. Ну, одним словом, пересмотреть свой рацион так, чтобы был более или менее сбалансирован и Вот было видите, мы сейчас достаточное разбиваем количество. мифы о том, что творог – это кальций, Источником кальция зелень – это витамины. Витамины. Да. А, кстати, вот я знаю, что кальций усваивается еще при определенном условии, что необходим, кроме кальция в пище, еще витамин D. Да? Да, абсолютно Либо его верно. надо принимать, этот витамин D, либо с пищи, как бы мы, продукты, которые богаты, либо же мы отдельно препараты витамина D, либо еще я знаю, что очень важно для того, чтобы организм синтезировал собственно этот витамин, бывать на солнце. Да? Очень интересная На свежем тема. воздухе.
Безусловно. Раньше считалось, что если ребенок либо взрослый бегает по улице с открытыми ручками, ножками, то несколько часов в день Одежда, в смысле? будет открытыми как раз без одежды. Достаточно будет для того, чтобы он получил необходимую суточную дозу витамина D. А на самом деле? А на самом деле, для того, чтобы витамин D мы синтезировали из тех солнечных лучей, должно быть открыто как минимум 70% поверхности тела. Мы с вами не ходим так на улице, правда? Но это возможно Мы только можем если только мы загорать. принимаем солнечные ванны лежа на Мы только пляже. можем загорать. Витамин D, к сожалению, или к счастью, даже не знаю, не накапливается впрок. То есть вот все, что мы сегодня получили, Вот оно сегодня и уйдет. Вот оно сегодня и уйдет. Следующий момент. Солнцезащитные крема, которые сейчас так популярны. Но они нужны, потому что там другая проблема может быть. Говорят о том, что Да. солнце несет в себе радиоактивный заряд, и мы Это знаем... профилактика рака Ультрафиолет. кожи. Да, рака кожи. Поэтому витамин D действительно лучше принимать из либо продуктов, но печень трески Вообще печень богата в этом, самый такой богатый Богатый витамином D. Желточек. Вот о печени трески хотела сказать. Давайте. Суточная доза – это как минимум 100 грамм. Как правило, каждый день мы 100 такое грамм. количество Это нереально, не конечно. едим. Это ж, да. Нереально. Нереально. А вот желток, о котором вы говорите, абсолютно верно. Это то, И здесь что... мы тоже разбиваем миф о Да. том, что яйца нельзя есть много, это вредит, это отложению холестерина. Да, говорят, что желтки это холестерин, и поэтому А на спортсмены самом те деле- удаляют а его на самом из яйца. деле, в зависимости от того, какой желток вы едите. Какой? Расскажите. Жидкий. Ага, то есть... То есть То сохраняет- есть смятку, либо Да, вообще он сохраняет все вот эти качества и витамин D в том числе. и не оказывает И не побочных оказывает эффектов. побочных. Вот что значит правильно приготовить пищу. То есть для яичница употребления. глазунья Глазунья. более полезна, чем, например, омлет. Совершенно верно. Ну, если кто-то может сделать вам яйца пашот, пожалуйста. А что это такое? Это в нашей следующей передаче. Когда мы про кулинарию мы поговорим. Да. Интересно, буду ждать. Но тем не менее, как вот подвести итог такой этому заболеваниям, профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата, как в медицине говорят. Все-таки нужно дозированные нагрузки, нужно смотреть за питанием, да? Нужно профилактировать, что там профилактировать свое обращение при любых состояниях с позвоночником или суставами, обращаться обязательно к врачу. Лучше Перебдеть, чем не добить. ну, я не хотела именно так это говорить. Но эта пословица очень Лучше- хорошо, да, лучше вот раскрывает быть правильный- на чеку своего здоровья. Мы можем с вами профилактировать самые сложные заболевания, предотвратить их путем вот таких общих советов, внимательности, отношения друг к другу. Поэтому мы эту передачу закончим на такой высокой ноте, потому что мы еще с вами не все разобрали. Мы встретимся с вами через некоторое время, а нашим телезрителям мы пожелаем быть заботливыми к себе и внимательными к другим.
Добрый день, с вами Five O'Clock. Время поговорить о разном. С вами я, ведущая Поготова Гуля, и со мной вместе Елена и Надежда. И сегодня мы поговорим об очень интересной теме – вступление в высшее учебное заведение в Украине или все-таки за рубежом. И не торопитесь говорить однозначно за рубежом. Для того, чтобы развить эту тему, мы рассмотрим несколько вопросов. А именно, высшее образование в Украине, особенности вступления в этом году. Высшее образование за рубежом. Почему все больше абитуриентов выбирают все-таки за рубежом? Топ-страны, которые они выбирают, небольшая калькуляция расходов и, наконец-то, только ли диплом о высшем образовании решает судьбу человека, ее карьерную реализацию, или вообще можно не получать высшее образование? А слышали новость? Вузы наши переименовываются. Как? Как? Очень интересно. Непривычная аббревиатура, к которой будет долго привыкать наш народ. Высшее учебное образование. Итак, поступление в этом году будет проходить по тестам 16, 17 и 18 года. За исключением иностранных языков, тесты разделены будут на B1 уровень стандартный и на B2 углубленный курс. Кроме того, они будут включать еще такой элемент, как аудирование, то есть восприятие информации на слух, более сложный. И если говорить о том, как будут подаваться заявления, то, конечно же, они будут подаваться в электронном виде, в личном кабинете, все абсолютно прозрачно, независимо. Но в этом году можно будет поступать или подавать заявления только в 7 вузов. Вот, например, в прошлом году было 9. Одному абитуриенту. Ограничение, лимитирование подачи документов в поступление в высшее учебное заведение. Уменьшили. Было 9, теперь 7. Ну, я считаю, что это неплохо. Это может быть и лучше, потому что будет возможность сфокусироваться на конкретных и специальностях, и вузах. К нововведениям также относится то, что теперь одна и та же специальность в стране будет с определенным известным набором экзаменов. Например, на эти специальности украинский обязательно, так как было в прошлом году, но дополнительно, например, будет обязательно математика. И математику украинскую будут сдавать абитуриенты абсолютно во всех вузах страны. Ну, письменно. Математика письменно. Абсолютно верно. А третий экзамен будет действительно на выбор вуза. Это может быть или физика, или иностранный язык. Но это так, как есть сейчас? Раньше был только один. Раньше только украинский, а остальной набор, дополнительных 2, был специализированный. Был специализированный, и он очень сильно отличался, например, Львовская политехника, Харьковский политехнический или КПИ, Киевский вуз. То есть расширили обязательные предметы. Расширили обязательные предметы. Кроме этого, кстати, кто из вас знал о том, что Украина входит в десятку стран, в которых самое большое количество вузов и самое большое количество студентов и людей с высшим образованием в стране? Я не знала точно, но я это подозревала, потому что даже тогда, когда я училась, не все специалисты, не все студенты, которые закончили высшее учебное заведение, не только работали по специальностям, но и некоторые даже не дозаканчивали этот вуз. Поступали и бросали. Поступали, бросали, переходили на другие специальности и так далее. Поэтому очень, если, скажем так, из 10-12 человек группы, если 6 работают по специальности, это хорошо. Сейчас в Украине порядка 1,5 миллиона студентов. И только в Киеве почти 400 тысяч. Это, представьте себе, 1/4. И при этом нужно понимать, что количество бюджетных мест уменьшается. В зависимости от города или же вида вуза, если раньше их было там большое количество, то сейчас от 0 до 5. И в основном тенденция идет к тому, что бесплатное образование сводится на нет. Это о чем говорит? Это говорит о том, что страна не нуждается в таком большом количестве специалистов. Поэтому то, что страна выучивает на свои деньги, собственно говоря, она и готова трудоустроить. Готова. Это не обязательно, но готова. Во всяком случае, на сайте Министерства образования и науки есть перечень тех 160 вузов, в которых все-таки будут предусмотрены бюджетные места, поэтому абитуриентам нужно ознакомиться заранее.
Ну да, и за что люди, собственно говоря, будут платить, да? Если система образования осталась прежняя, теоретическая часть, лекции, Домашние задания. да, Система пары, старая, система обучения. да, она не поменялась, а людям, ну, собственно говоря, интересно более эффективную систему образования получить, да, более глубокие знания, которые реально можно применять уже в своем опыте, да, в жизни своей, а не теоретические шаблоны, которые на лекциях начитываются, да, и люди выходят теоретиками, а не практиками. И, кстати, в Министерстве социальной политики основная часть людей, которые стоят по учету безработицы, 86%, если мне не изменяет память, это люди с высшим образованием. Тем не менее, они не могут найти себе работу. Но это опять говорит о том, что страна не нуждается в таком большом количестве специалистов с высшим образованием. Но что интересно еще, в этом году, насколько я знаю, в этом году время Ч 1 августа. 1 августа как бы закрываются вот эти списки, да, для принятия, для зачисления и так далее. До 6 августа должны быть обнародованы на сайте всех вузов, кто же зачислен на бюджет, и до 7 числа, по-моему, да, должны быть поданы оригинальные документы от абитуриентов, уже от студентов. И до 30 сентября коммерческие списки. Что интересно, мы не вспомнили о том, что есть часть абитуриентов, которые пользуются льготами. Например, с временно оккупированных территорий, например, Республики Крым. Да, если это раньше было только чернобыльцы, да. или Дети-инвалиды. Да. То сейчас количество мест, допустим, абитуриентов из Крыма, которые могут сдать экзамены по упрощенной системе, а это державна підсумкова аттестация по украинскому языку и по истории Украины, и плюс один специализированный экзамен. И таких людей около 3000, опять-таки об этом количестве можно узнать на сайте Министерства образования и науки, и у них как раз вот тоже зачисление будет до конца сентября. 35 вузов страны поддерживают эту программу. Уже 35 да. поддерживают. Увеличилось и количество вузов, и количество людей, которых они готовы принять. И тем не менее, статистика говорит о том, что все-таки абитуриенты, молодежь выбирает за рубеж. За границу едут и хотят, интересуются. И на самом деле, по данным статистики, за последние 5 лет количество украинских студентов, имеется в виду дети, которые хотят поступать в университеты, выехали за границу на учебу, выросло на треть. С 21,5 тысячи до 59, почти до 60 тысяч. И на самом деле вот аналитический центр СЭДАС говорит о том, что эта цифра будет расти. Я могу сказать по примеру своей дочери. Она закончила здесь университет, закончила магистратуру и поступила в Германию. Ту же самую магистратуру. Да, она уже отучилась за рубежом. Что она отметила? Очень интересный момент. Вот то, что мы говорили про систему обучения. Тогда, когда ей дается проект, здесь вот индивидуальная ответственность за какой-то проект, там же за границей коллективная ответственность за проект. Что это значит? Это значит, что когда тебе дают задание, даже если ты его можешь выполнить сам, ты этого не можешь сделать. Ты должен это сделать вместе с коллективом. Ты собираешься вместе со своими друзьями, не друзьями, а вот с коллегами, студентами, и распределяешь этот проект, какой кусочек берешь ты, какой кусочек берет тот и так далее. То есть с самого студенческого возраста приучают студентов работать в коллективе. То есть командная работа. Это самое большое отличие, которое заметила моя дочь. Еще интересный факт собеседования. Когда за рубежом в высшее учебное заведение, куда она отправила свое резюме, вышла на связь, нужно было пройти собеседование. 2 момента, на которые обратили внимание. Собеседование было по скайпу, потому что виза, не было короткий промежуток времени, нужно было открывать визу, поэтому попросили профессоров сделать скайп-конференцию, такое скайп-ТС. Да, это было сложно, это было очень волнительно. И тем не менее, она увидела на экране 3 профессора. 3 профессора задавали ей вопросы. 2 вопроса ее удивило.
Первый вопрос, откуда вы так хорошо знаете немецкий? А на немецком языке А было на немецком языке, да, собеседование? проходило собеседование, и было невероятно приятно отвечать, что все-таки у нас это образование дает среднее обязательное образование, то есть специализированная школа. И на что они были очень удивлены, очень удивлены. И второй вопрос, который ее застал врасплох, это вот недостатки, наверное, нашей системы. Когда один из 3 профессоров задал вопрос, а к какому профессору ты хочешь попасть на курс? Ничего себе. И здесь смех. было, Да. конечно, немножко, как говорят американцы, infrustration, да? Это в полной прострации, Это что делать? неожиданно. Неожиданно. Ну, а Да, как она, она конечно, могла выходила, она не учла это вопрос подготовки к собеседованию. То есть туда, куда ты подаешь свое резюме, ты должен быть готов и понимать, что тебя ожидает. Но вот такая неожиданность была. Это то, что отличает наше образование, систему образования от, как минимум, немецкой. Но надо сказать, что говорят, что миграция студентов будет все больше и больше, поэтому какие же страны? Какие страны Самые популярные для того, чтобы из Украины ехали учиться или в целом в мире? Какие страны наиболее благоприятные и интересные для получения высшего образования? Ну, я думаю, Наверное, что... все-таки из Украины. Мгм. Из Украины. Ну, Мгм. как минимум 2 раза в году в стране проходит выставка, которая так и называется «Образование за рубежом». Что интересно, на этой выставке, как правило, даже не те, кто собирается поступать в этом году, а намного раньше. Приходят родители с детьми, подростками, Школьники и родители. школьники 14, 15, 16 лет, потому что все отлично понимают, для того, чтобы учиться в иностранном вузе, действительно на первом месте стоит иностранный язык. И отличное знание Этого языка на уже уровне, первый на уровне B1, шаг. как правило, требования, да, это действительно первый шаг для того, чтобы претендовать на обучение. Я здесь маленькую ремарочку внедрю в наш разговор. Дело в том, что сейчас такой тренд идет в мире, что каждая страна, где бы свой язык не существовал, в Германии, в Швейцарии, в Италии, даже в Польше, очень популярные факультеты, которые преподаются на английском языке. И для этого совершенно не обязательно знать польский, да, язык страны, польский, немецкий, итальянский или То французский. есть есть универсальный язык, английский. И Там он- не такая широта выбора, скажем так, но тем не менее такая возможность существует. есть. Да, возможность существует. Поэтому я подозреваю, что наши студенты все-таки, понимая, что уже уровень у них английского достаточно высокий, подтягивают и, вот так сказать, мигрируют в другие страны. Но только ли из-за локации страны они выбирают чаще всего, или последнее время чаще за рубежом? Или, Ну, вот или ни- что-то другое играет Ни роль? для кого не секрет, что есть рейтинги вузов мира. И, кстати, к слову сказать, украинские вузы и университет Шевченко, и Киевский политехнический институт, Входят, и Львовская да, политехника, входят. Харьковский входят, да, Харьковский университет входят в эти списки, что очень приятно. Но рейтинги составляются разными, скажем так, Исследовательскими, аналитическими компаниями, по да? абсолютно разным Агентствами. критериям. Да? Абсолютно Вот разным о чем критериям, хочется да. сказать сейчас в контексте выбора абитуриентами конкретных вузов за рубежом, либо в Украине. Когда обращают внимание не только на то, кто преподает, там, профессорско-преподавательский состав, да, там, научно-техническая база, а когда обращают внимание абитуриенты, какое количество студентов, заканчивая вуз, трудоустраиваются и в какие компании. Вот рейтинг трудоустройства студентов – это один из важных критериев для выпускников иностранных вузов. Ну да, это не зря я коснулась темы, что половина из нашей группы не работает по специальности вообще. Где-то со 2-го курса, как правило, в вузах, иностранных вузах, работают партнерские программы с конкретными работодателями, и на их базе проходят практику, есть возможность устроиться там работать. И, как правило, HR – это люди, которые занимаются подбором кадров
Они уже на втором-третьем курсе присматриваются, Молодые кого они, кадры. какие кадры, кого они хотят забрать к себе. Резерв такой Да, формируется. это кадровый резерв. И они спокойны за то, что заканчивая вуз, либо бакалаврат, либо магистратуру, они будут устроены. Но еще важный вопрос, о котором мне захотелось сказать, это стоимость обучения. Ведь в нашей стране в среднем стоимость года обучения порядка 1200 евро в год. Да? Но если мы говорим Если- о коммерческой форме обучения. Да, по контракту, как По ее контракту, называют, да. а Мгм. она сейчас доминирует и преобладает, то в некоторых странах есть бесплатное обучение даже для иностранных студентов. Да, Германия, Например, например, Германия да. или Чехия. Да, и тут есть возможность бесплатно получить образование за рубежом, да, интересное, и при этом не платить за это. Но я могу сказать такую ремарку внести, что это чуть ли не последний год, когда Германия принимает иностранных студентов на бесплатную форму обучения. И что означает эта бесплатная форма обучения? Это означает, что ты не платишь за само обучение, но ты оплачиваешь библиотеку, ты оплачиваешь проживание, если ты живешь в кампусе, в общежитии по-нашему. Ну и фактически эти расходы, если ты не живешь в общежитии, ты снимаешь квартиру, комнату и так далее. И они выше. Да, и на самом деле, это примерно так же и выходит, если говорить о калькуляции, может даже чуть выше. Потому что средняя комната в Германии, она порядка 300-350 евро в месяц. Да. И это только жилплощадь, это без электроэнергии, это без Wi-Fi, это без газа. Что самое интересное, там проведенная точка телевидения в квартире и отсутствие самого телевизора, это не говорит о том, что вы за это не должны платить. Да вы что? Да. Германия. Да, все по расчетам. Но я еще хочу сказать, что за рубежом у студентов есть возможность самим зарабатывать деньги. Это правда. И сама система образования построена так, что есть аудиторные часы, практические часы, есть время на самообразование и есть время для работы. Вот если вспомнить мое образование, когда в мединституте мы учились, то времени для работы практически не было, разве что ночные дежурства. Вы знаете, Елена, я вам хочу сказать, что в медицинском университете в любой стране времени нету. Это просто такой вуз, где приходится всю себя, все свои мысли, все свое свободное время посвящать именно медицине в течение длительного времени. А потом, еще заканчивая университет, совершенствовать и становиться, и ты можешь стать только к 40 годам, более-менее, так сказать, признанным врачом. Насколько я знаю, самые популярные вузы за рубежом все-таки находятся в Польше. Более 50 высших учебных заведений регулярно принимают участие в разных выставках по образованию в Украине, приезжают в школы, приглашают учеников выпускных классов для того, чтобы дети за 1-2 года ознакомились и с историей Польши, и выучили язык, и были адаптированы к тому, чтобы можно было поступать на первый Они курс. это делают не просто так, у них большой отток населения в Германию, Австрию, Германию, Великобританию. Поэтому самая близкая нация до поляков – это украинцы. Да, у моей коллеги дочка сейчас учится в Польше. Девочка очень захотела именно в Польше учиться, поэтому она за год до поступления выучила самостоятельно польский язык. Да, и теперь учится в Польше, мама довольна, ребенок тоже, ездит, путешествует. Еще рассказывали мне о такой системе Erasmus, это обмен студентами между разными странами и разными вузами, где есть возможность получить образование бесплатно. И вот, например, такая программа существует и в Украине. Из Украины можно поехать и в Польшу, и в Германию, там, где заключены контракты этой программы Erasmus. Также обмен идет преподавателями. То есть большая возможность, кроме того, что бесплатно получить образование, а еще расширить свои горизонты, возможности, да, для молодого человека. Есть один нюанс. Для этого нужно учиться отлично,
Да, в зачетке должны быть определенные баллы. То есть оценки имеют значение. Оценки имеют значение, потому что это действительно конкурс. Второй момент, то, что действительно знание как минимум одного иностранного языка, либо английского международного, либо языка принимающей страны. И аналогично, продолжая мысль Erasmus, можно говорить о том, что партнерские вузы предлагают после окончания обучения 2 семестров у себя в стране, есть возможность получить двойной диплом украинского образца и образца того вуза, в котором проходили часть обучения. То есть можно не уезжать за рубеж, можно. а, собственно, в этой программе участвуя, получить 2 диплома. Да. Очень привлекательно. Знают ли об этом наши телезрители? Также, Теперь мы уже им рассказали об этом. И также очень многие получают классическое образование бакалавра, степень бакалавра, 4 курса здесь. А потом магистратуру. А магистратуру уезжают. Тоже за рубеж. вариант. Тоже вариант. Поэтому давайте какие-то итоги подобьем, какие-то преимущества. Чем лучше, да. Какие 5, как минимум 5 преимуществ обучения за рубежом мы с вами обозначили. Диплом европейского образца, благодаря которому можно получить официальное трудоустройство в любой европейской стране. Можно, но не всегда есть такие, есть желания и возможности, но не всегда это реализовывается, потому что там своих специалистов тоже очень много. Наличие большого количества вузов в странах ЕС с бесплатным образованием. Привлекательно? Ну, привлекательно. Государственные программы для иностранных студентов, полная и частичная оплата расходов на обучение. То, что мы подняли с вами. То, что говорили, как в Германии. Да. Признание украинских аттестатов. Вот это важно. Огромный плюс. Мы не сказали об этом. Признание украинских аттестатов и дипломов для продолжения обучения. То есть, если вы бакалавра закончили, вы можете магистратуру там закончить, или аттестаты, которые выдают средние специализированные для средние специальные школы. Да. Система обучения построена не на теории, а на практике. Ну это отличает от наших вузов и стандартной системы образования. И действительно, это преимущество, это важно для наших студентов и абитуриентов. И что мы уже затронули, это штат рекрутеров, которые проводят набор сотрудников в своей компании уже на последних курсах выше. И, собственно говоря, молодежь уже понимает, что она будет трудоустроена. А теперь главный вопрос. А всегда ли нужно получать это высшее образование? Что, собственно, оно дает? Гарантии на будущее? Что дает диплом? Что дает диплом на самом деле? Ну, как вот я вспомню свои трудоустройства, свой опыт, то на мой диплом, красный диплом, никто не смотрел. А вот на мой опыт работы обращали очень большое внимание. И без опыта, собственно говоря, мои там, дипломы особо не имели значения. Поэтому опыт больше ценится у работодателей, чем все-таки диплом. Смотря с какой стороны посмотреть. Вот, да, я поддержу вас, Надежда, в этом Мне изречении. тоже казалось, что юрист, медик – это действительно специальность, которая после классического вуза с дипломом вселяет уверенность человека, который приходит на прием и подтверждает, что он получит качественную консультацию, либо помощь. Да. И мне всегда казалось, что, например, компьютерным технологиям, не знаю, приготовлению пищи можно обучиться легко самому, либо, например, художнику. Так вот, сейчас такие возможности большие. В интернете есть все. Есть YouTube-программы, каналы. Мы уже в одной из передач говорили о том, если что ты просто хочешь знать и быть более компетентным в этом вопросе, можно не говоря, расширить. Не обязательно получать специальное высшее образование, вообще образование какое-либо. Более того, мне кажется, что в нашей стране, на сегодняшней, в любой стране, чтобы сделать какое-то дело, даже в домашних условиях хорошо, построить скворечник, завести пчел, я не знаю, проложить дорожку от дороги до дома и так далее. Там, провести воду, я не знаю, там, до курятника, для полива газона. Да. Ты все равно должен знать технологически, как это происходит, потому что те специалисты, которые приходят и строят у тебя это, монтируют, чертят и так далее. Их нужно контролировать 100%. Поэтому для того, чтобы контролировать, нужно быть специалистом в этом вопросе. А откуда же черпать информацию? Именно из интернета. И опять доктор Google,
как я его называю, приходит к нам на помощь. Ну вот, знаете, я не вспомню ситуацию, когда мне нужно было обратиться за помощью к человеку. Например, я заказывала мебель, либо обращалась в магазин электронной техники. Я не спрашивала, Коллега, у вас есть есть ли у диплом? вас диплом и какие там оценки. Меня интересовало, чтобы это был действительно специалист, у которого есть экспертное мнение, который мне может помочь. Поэтому Вывод напрашивается сам по себе. сам, да, в зависимости от того, кем вы хотите стать, кем вы себя видите. И для этого не обязательно вообще получать высшее образование. Ни в Украине, ни за рубежом. И вообще, чтобы получать образование, неважно в какой стране, главное, нужно иметь мотивацию. Большое желание. Большое желание, иметь цель и стремиться к этой цели для того, чтобы ее полностью реализовать. И сделать это правильно и своевременно. Поэтому, друзья мои, будьте заботливы к себе и внимательны к другим.